Наряду с репрессиями, геноцидом и арестом миллионов мусульман Восточного Туркестана, китайские власти уничтожают культуру и самобытность уйгурского народа. По сообщениям информационного агентства «Туркестан Пресс», 26 июня в городе Хотан был разрушен минарет, некогда располагавшийся в центре города и являвшийся его отличительной чертой. Малазийцы осудили министра исламских дел Муджахида Юсуфа, который опубликовал фотографии своего визита в лагеря перевоспитания и похвалил китайское правительство. На своей странице в Фейсбуке министр отозвался с похвалой о так называемых центрах обучения. Поток беженцев стал причиной кризиса между государствами Евросоюза. Франция и Германия осудили политику Италии в отношении беженцев. В прошлую пятницу 53 беженца, спасенных в Средиземном море экипажем корабля германской неправительственной организации Sea-Watch, ходящим под голландским флагом, были высажены в итальянском порте Лампедуза. Главу экипажа, немку Каролу Ракеты, заключили под домашний арест. В связи с этим министр внутренних дел Франции заявил, что Италия, обвиняя Европу в отсутствии солидарности, принимает односторонние решения в отношении беженцев. По словам Кристофа Кастанера, закрытие портов является нарушением международных правил. Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Трамп прибыл на границу раньше Ким Чен Ына. При встрече президент США и лидер КНДР пожали друг другу руки, находясь по разные стороны демаркационной линии. Затем Ким Чен Ын предложил Трампу переступить через эту линию. Трамп согласился и назвал это историческим событием. После чего Ким Чен Ын перешел на территорию Южной Кореи, и лидеры стран отправились в здание Дома мира для продолжения переговоров. Вероятнее всего, темой переговоров стала ядерная программа КНДР. Силы Черноморского флота следят за американским эсминцем «Карни», вошедшим в Черное море 29 июня в 7 часов 20 минут по московскому времени. Сразу после вхождения эсминца в Черное море к наблюдению приступил сторожевой корабль «Сметливый». Кроме того, ведется слежение с помощью электронных устройств, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Это уже 5-й визит американского военного корабля в Черноморский регион. Москва считает, что США и НАТО пытаются укрепить свои позиции и увеличить свое присутствие на Черном море.